Сугудай Чурапчинского района. Придорожное кафе. За оградой стелла и надпись на ней «Маяк, Челябинск, 40». Откуда в якутской глубинке эта стелла? Что произошло в Челябинске и как это связано с историей Якутии? Искатели Якутии попытаются ответить на эти вопросы. Само название «Челябинск-40» наводит на мысль, что речь идет о каком-то засекреченном объекте. Цифра 40, по всей видимости, относится к дате создания объекта. Общеизвестно, что в 40-х годах прошлого века особое внимание и особая секретность окружала атомную промышленность. Челябинск-40, он же Сороковка, он же город Озерск. Закрытое административно-территориальное образование. Первенец атомной промышленности Советского Союза. Именно здесь создавался плутониевый заряд для атомной бомбы. Сверхсекретное предприятие «Комбинат Маяк» появилось в Челябинской области в середине 40-х годов прошлого века. Комбинат состоял из 3 главных промышленных объектов: ядерного реактора для наработки плутония, радиохимического завода для его выделения и очистки и химико-металлургического завода для изготовления деталей зарядов. То, что случилось на комбинате «Маяк», до сих пор аукается не только в Челябинске, но и в Свердловской, Тюменской областях и, к сожалению, в Якутии. Беда пришла, откуда ее ждали меньше всего. С хранилища радиоактивных отходов 29 сентября 1957 года в 16 часов 20 минут взорвалась емкость. Облако радиоактивной пыли накрыло заводы, пожарную часть, реакторы и всю округу. Леса, пастбища, сельхозугодия, села. Необходимо было в срочном авральном порядке ликвидировать последствия аварии. С рабочими «Маяка» все было понятно. Это была их обязанность, они знали, на что шли, но их рук было мало. Кто согласится отправиться в ад по доброй воле? Конечно, никто. Решение было простым и циничным. На ликвидацию аварии отправили особый призыв. Набирали тех, кого в кавычках не жалко, и если что, за кого никто не спросит. Сирот. Нагребали особый призыв по всей стране. Из Якутии в Челябинск-40 отправились служить 132 человека из 18 районов. Абсолютно никто не знал, почему забирают, потому что нас было очень мало. Военкомат Татинского, Чурапчинского, Улусов были вместе, поэтому нас было всего человек 7. И нас в августе, 14 августа, перебросили в Якутск. И оттуда мы 28 августа нас направили в город Челябинск. Я начал работать в бюро пропусков, потому что я был грамотный. И сразу попал на объект. Все там перекрыто, опасная зона, да, все запрещается, все там написано, не сидеть, не облокачиваться. Зона, зона, зона. Вот такие слова. По официальной оценке, в ликвидации этой аварии в период с 1957 по 1959 год постоянно участвовало более 30 тысяч военнослужащих военно-строительных частей. Хотя точного учета участников этих событий нигде и никогда не велось. При этом солдатам не сообщалось, для чего их привозили на промплощадку, каковы истинные цели работ и насколько они опасны. Нас ставили просто на такие посты, где невозможно рядовому простому человеку стоять. Там очень большая радиация. Нас 6 человек ставили на круглосуточную несение службы
по 4 часа. И специально выдавали комбинезон, резиновые галоши с свинцовыми подошвами. Те, которые вот действительно попали для расчищения радиационной земли, их сразу, как только узнали, что начинается болезнь, они их выводили. Мы совершенно не знали, что такое излучение, радиация. Когда ходишь, не чувствуешь, но потом начинает зудить. Вот видите, вот между ног пальцами все кожа почти снимается. Волосы попадают и, главное, зубы. Мы не знали, что такое зубная болезнь. Вот сидишь там, обедаешь, и вдруг земля говорит: о, у меня зубы болеют. Прямо на тарелке зубы. Их выдергивать не надо, они сами выпадают. Из воспоминаний бывшего работника комбината «Маяк» Анатолия Никифорова. Я не помню их лиц. В рваных комбинезонах и ботинках третьего срока они напоминали нахохлившихся серых воробьев в осеннюю непогоду. Они в прямом смысле закрывали нас своими телами. За талон доп. Питания они тряпкой и ведром убирали разливы высокорадиоактивных растворов. Особенно пострадало от 57-го года призыва. Все они погибли, все до единого, потому что они получили страшную дозу радиации. Это наш взвод. Ребята из Москвы, Ленинграда, вот, это Муратов, это наш командир взвода, вот, это Лобанов, мы из Якутии. Это Данилов из Москвич, это Ассамблеев из Татарстана. Вот это мой друг Коля Завьялов. Каждый раз мы идем на развод. Обаюкин Анатолий Романович. Вместе мы 3 года почти рядом служили. Он в команде «Б», а я в команде «А». Это Герасимов Петя. Скончался вот позапрошлом году, шофером работал. Вместе призывались, и его сердце не выдержало. С каждым годом нас все меньше и меньше. Я знаю, что они оба погибли. Они, наверное, даже не успели выйти в большую землю или демобилизоваться, потому что их здоровье было очень шаткое. Потому что они получили очень большую дозу радиации. Позже аварии присудили 6-ю степень опасности. Высшая 7-я у Чернобыльской катастрофы. В полосе загрязнения оказалось более 200 населенных пунктов. Наши ребята попали в команду сопровождения и на машинах насильственно стариков, детей, подростков, женщин начали вывезти, но деревни отказались ехать. Но они глубоких стариков пощадили. Ну, оставайся, старик, тебе немного осталось, а молодых вывезли. Куда, мы не знаем, потому что там отдельная команда сопровождения работает. А мы только на машинах 10-12 Уралов приезжают в деревню, кругом посты, вот, их полностью вот, берут окружение и насильственно начинают выводить. Ну там плач, крик, ругань, но их не слушают. Приказ есть приказ. Аварии на ядерных объектах тех времен были неизбежны, как восход солнца. Также неизбежно, как ожоги первобытных людей при знакомстве с огнем. Добавьте к этому авральные методы работы и заниженную ценность человеческого материала. В Чернобыле была авария, которая была обусловлена неграмотностью персонала. Там, когда атомные станции передали в Министерство энергетики, тут же начали менять кадры. И главный инженер Чернобыльской атомной станции, он не был специалистом по атомным станциям. И именно он задумал преступный эксперимент и устроили тепловой взрыв.
который был зафиксирован всеми сейсмическими станциями мира. Что касается Челябинской аварии, там образовался восточный уральский радиоактивный след длиной 15 километров. И вот на Кротоне-3 у нас, к сожалению, выполнен чудовищный эксперимент по радиоактивному загрязнению арктических экосистем. В Якутии также долгое время была засекречена информация о двух авариях. Это ядерные подземные взрывы на объектах «Кристалл» возле Удачного и «Кротон-3» в Мирнинском районе. В 1978 году, 24 августа, был произведен термоядерный подземный ядерный взрыв на глубине 600 метров. И здесь были допущены технологические просчеты. И когда сделали взрыв, трубы, железное оборудование и прочее выкинуло на поверхность расстояние до 3 километров. Получился выброс пылегазового облака. И вот видно, что вот тут ветер отклонил вот это облако. Образовалась зона мертвого леса длиной 3 километра. Эти деревья погибли от высоких уровней радиации. И здесь даже погибли мхи или шайники, а это очень крепкие растения. Они превратились в черную землю, в гумус. Позже в зоне взрыва на Кротоне был возведен саркофаг. Затем сотрудники кафедры основ ядерной физики вместе со студентами вручную ликвидировали последствия аварии, так как технику там использовать было нельзя. Они огородили зараженную зону и расставили знаки радиационной опасности. Природа там постепенно восстанавливается. А на месте другой аварии на Кристалле, недалеко от поселка Удачный, дела обстоят хуже. Люди там смотрели, наблюдали этот взрыв. Как это черное облако вырвалось и ушло. И вот там при реабилитации этого взрыва там, бульдозером убрали вот мертвый лес. И внутри поставили изгородь. Теперь за изгородью вот это загрязненный вал образован. Конечно, досадно, что опять-таки нас не привлекли к контролю за этими работами. Теперь вот проблема радиоактивного мусора, которая стоит за изгородью. С 2013 по 2015 год в Якутии появятся плавучие атомные электростанции, коротко ПАЭС. В 2015 году в Алданском районе начнет свою работу комбинат по добыче и обогащению урана, крупнейший в России. Прозвучало заявление, что там же необходимо построить наземную АЭС. Не слишком ли много мирного атома для Якутии? Об этом искатели Якутии решили спросить руководителя рабочей группы по строительству ПАЭС в Якутии. Плавучая атомная станция. Что это такое? Там стоит реактор, который опробован уже 30-летним опытом использования на атомных ледоколах и атомных подводных лодках. Громадный опыт успешной эксплуатации атомного флота доказывает безопасность этих станций. Да, к сожалению, у меня есть ужасный пример. Это авария подводной лодки «Курск». Весь боезапас сдетонировал. И первые доли секунды командный состав и большую часть экипажа просто убило. Но при этой такой жесточайшей аварии никакой утечки радиоактивности не произошло. Реактор и другие системы защиты выдержали вот этот чудовищный взрыв. Поэтому реакторы там мощные, форсированные, и системы безопасности рассчитаны на военную обстановку. А поскольку это мирные станции, там все упрощается. Наша республика заключила соглашение с концерном госкорпорацией «Росатом» о том, что в 4 пунктах у нас будут размещены плавучие атомные станции. Это поселок Черский, поселок Усть-Куйга, поселок Тикси и поселок Юрюнкая. Вот, например, Юрюнкая. Там совсем рядом находится южно-тиганское месторождение нефти. Потом там же идет добыча алмазов, а для этого нужна энергия. Экономически 7 раз выгодно применение атомной энергии при существующих
затратах на создание плавучей атомной станции. Они высокие, эти затраты, потому что это первые образцы. Когда атомные станции поставят на поток плавучей атомной станции, пойдет удешевление изделий. Это вопрос, конечно, с одной стороны политический, а с другой стороны экономический. Когда атомщиком разговариваешь и спрашиваешь, 1 киловатт сколько стоит? Это мы технари там и так далее, прочее, мы это не знаем. Если атомная электростанция будет там построена в Черском, да, то стоимость будет не меньше 49 рублей 1 киловатт-час. Зачем такая атомная электростанция? Дальше. Вы давайте мне покажите гарантии безопасности. Я не против. Если гарантии безопасности имеются, подводные лодки ядерные имеются, да, они реакторы имеют маленькие. Ледокол ядерный имеет, ядерный реактор имеет, так? А почему-то ни одно государство народное хозяйство не использует. Потому что они, это и лодки, и это корабль, все становится радиоактивным. А как утилизировать это радиоактивное, это ледокол? Ленин, ледокол атомный, до сих пор стоит, никто не знает, как утилизировать. Даже теории нету, как утилизировать. Вот о чем речь идет. А раз мы затронули атомную энергетику, да, во всем мире сейчас даже теоретически никто не разработал о передаче электрической энергии без провода, беспроводную. А российские атомщики теоретически закончили 10 лет назад. Об этом даже ни в одной книге, ни в одной научной статье, ни в одной газете не найдете. Я недавно встретился с заместителем директора этого научно-исследовательского института, который это как раз занимается, мой знакомый. Я говорю, а почему не раскрывает такое достижение? Он говорит, нам не разрешили, но с этого года вроде разрешат. Давайте я буду рассказывать. Якутия, например, впервые озвучивает. Это прорыв на несколько сот лет, я считаю. И на какое расстояние, это другой вопрос. Дальше, какие потери будут, где это будут стоять и так далее, прочее. Это, раз теоретически уже решили, значит, практическое решение для современных условий это 3-4 года. И поэтому через 3-4 года это можно использовать, например, в малых населенных пунктах. А зачем нам провода строить? Поэтому атомная технология, да, очень опасная с одной стороны, а с другой стороны это движение вперед. Люди научились многому, в том числе и управлять атомной энергией. Главное, чтобы они при этом не забывали уроков истории, которые преподал им грозный мирный атом. С момента аварии на маяке прошло более 50 лет. Но большинство ликвидаторов не может рассчитывать на выплаты и льготы от государства, потому что до 1990-х годов вся информация об аварии была строго засекречена. Когда я демобилизовался, мне подсунули эту бумагу, и там под конец. В течение 20 лет я разглашу то, что увидел, то, что знаю, то буду нести уголовную ответственность по каким-то статьям, и будет меня судить военный трибунал. Поэтому мы молчали. И главное, мы потом это узнали, что все мы, большинство, сироты и круглые сироты. Потому что потом мы думали, что спросить ни у кого не будет. Григорий Макаров – сирота времен далекой Великой Отечественной. Его родители погибли во время войны, и он воспитывался в детдоме. И хотя Григорий уже перешагнул 70-летний рубеж и стал дедом многочисленных внуков, при появлении каждого, из которых он мастерил маленький деревянный чарон, сколько бы времени ни прошло, никак не заживала сиротская рана в его душе. И решил Григорий выполнить сыновий долг памяти перед родителями, ушедшими из его жизни так рано. Мой отец погиб на фронте и пропал без вести.
Дважды ездил на Запад, Подольск, и там я хотел найти своего отца, но они отказались. Почему? Потому что они не знали, на каком фронте, в какой части воевал мой отец. А Макаровых по всей России это десятки, сотни тысяч. Я решил обязательно поставить вот этот мемориал, памятник своему отцу, потому что он единственный у меня, и я единственный у него. Я могилу своей матери до сих пор не мог найти. Выпускник художественного училища сделал вот наподобие моей матери якутскую женщину. Фотографии ее нет. Она, как переселенец, уехала в Булунский, далекий Булунский район, и там от голода и болезни скончался первый год переселения. Ее зовут Макарова Ефросинья Гаврилевна. Поэтому я вот поставил для себя, для души, вроде памятника, память о матери. Памятники стоят при входе во двор, и кажется, будто это родители встречают своего сына всякий раз, когда он возвращается домой. Даже после того, как с информацией об аварии в Челябинске 40 был снят гриф секретности, ликвидаторам было очень трудно доказать, что их болячки связаны именно с той самой аварией. После нас еще было 5-6 призывов якутян. И нам льготу дали только 1958 году призыв, а остальным нет. Но они тоже пострадали. Григорий Макаров 36 лет проработал учителем истории в Магудайской сельской школе. Увлечение историей осталось на всю жизнь. Может, поэтому возле придорожного кафе он создал мемориал, равного которому нет во всем Чурапчинском улусе. Проезжающие мимо водители и пассажиры непременно здесь останавливаются. Из далекого Волгограда со своими учениками Григорий Макаров привез для своего музея под открытым небом экспонаты времен Великой Отечественной. Пробитую каску советского солдата, гильзы от зенитки, снаряды от «Катюши». Можно подойти и потрогать. Если пройти еще несколько метров, то попадаешь на поле Сталинградской битвы. Там народный герой чурапчинцев, артиллерист Гавриил Протодьяконов держит оборону Сталинграда, подбивает немецкий танк. Все это из дерева по просьбе Григория Макарова изготовили местные умельцы. Музей все время обновляется и ремонтируется на 10 тысяч пенсионных рублей ликвидатора Григория Макарова. Колокол Григорий Макаров повесил сам. Своими руками оформил стеллу. На деревянных перекладинах уже выцвели и почти неразличимы фотографии якутских парнишек-ликвидаторов. Под колоколом блюдечко, на котором дальнобойщики и путники оставляют монетки и сигареты. Мимоходом случайно остановится человек, тронет колокол. Пусть так, но помянет солдатиков-сирот, до которых 50 с лишним лет назад никому не было дела.